Сергеевич, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о текущей эпидемиологической ситуации в республике. Добрый день. Ситуация достаточно напряженная у нас. К сожалению, за последние дни мы видим определенный рост заболеваемости. Сегодня 62 новых случая коронавирусной инфекции по республике зафиксировано. Из них 39 по городу Якутску, 10 в Хангаласском районе, ну и по ряду районов, таких как Нерюнгринский, Мирнинский, Алданский, там единичные случаи. Так, по Хангаласскому району хочу остановиться отдельно, потому что, к сожалению, в эти дни этих случаев уже много, и это связано с заболеванием в Махсугуловском психоневрологическом диспансере. К огромному сожалению, за последние несколько дней у нас в 3 социальных учреждениях, 2 из них в городе Якутске и 1 в Хангаласском районе, зафиксировано практически 100 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией постояльцев этих социальных учреждений, домов престарелых, психоневрологического диспансера. Это говорит о том, что, к сожалению, Министерством труда не были извлечены уроки из той ситуации, которая недавно у нас случилась в Томодском психоневрологическом диспансере, где у нас свыше 50 человек было заражено новой коронавирусной инфекцией. К сожалению, имели случаи и летального исхода. Но, судя по всему, еще раз говорю, соответствующие выводы не были сделаны. И такое массовое заражение в 3 подряд учреждениях говорит о том, что соответствующие меры не приняты руководством Министерства труда, и мною дано поручение администрации главы правительства республики совместно с правительством рассмотреть вопрос о персональной ответственности руководства Минтруда за случаи заражения людей в социальных учреждениях республики. Мы никоим образом не должны расслабляться, несмотря на определенный такой спад по городу Якутску, в целом стабилизацию ситуации в Алданском, Нерюнгринском, Мирнинском районах и по ряду сельских территорий. Коронавирус далеко не побежден. Сейчас надо понимать, что уже начинается период, когда люди возвращаются из отпусков, возвращаются дети в школы с 1 сентября. И, конечно, в этом случае мы должны принять все меры для того, чтобы не допустить распространения болезни в общеобразовательных учреждениях, детских садах, учебных заведениях среднего профессионального образования и высших учебных заведениях. Соответствующий указ мною будет подписан по принятию всех мер для обеспечения безопасности наших детей при учебном процессе, который 1 сентября у нас по всей стране начинается. Достаточно много вопросов ко мне поступает по вакцинации от гриппа. Мы планируем, что до 1 октября этого года мы вакцинацию по гриппу среди школьников полностью должны завершить, должны провести. Ну и, конечно же, мы очень ждем, что в скором времени вакцина от коронавирусной инфекции уже начнет поступать в регионы. В первую очередь это будут обеспечиваться медицинские работники, работники образования, ну и вообще массовая вакцинация, как докладывает министр здравоохранения Российской Федерации, она уже после 1 января начнется по всей стране. И поэтому сейчас наша главная задача — максимально уберечь население от распространения коронавирусной инфекции. Завтра будет приниматься решение по продлению ограничений, так как эпидситуация у нас не улучшается. В целом те ограничительные меры, а их у нас осталось не так много, они будут пролонгированы, но вместе с тем некоторые послабления все-таки с учетом ситуации, с учетом того, что по городу Якутску ситуация, еще раз хочу сказать, что достаточно стабильная последний месяц, тоже будут приниматься. Об этом уже сообщим завтра по подписании моего указа. Спасибо.